Умники и умницы Республики Саха-Якутия. Финал региональной гуманитарной олимпиады школьников. Сегодня определяются абсолютные победители и призеры состязаний – Агонов. Свое решение вынесет высокий ареопаг – компетентное жюри конкурса. Мы начинаем финальные телевизионные игры региональной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы Республики Саха-Якутия», которая проводится уже третий год подряд, благодаря инициативе автора и бессменного ведущего интеллект-шоу «Умницы и умники» Юрия Павловича Вяземского. Позвольте представить вам членов жюри, почетный гость Олимпиады, эмиссар российского интеллектуального движения старших школьников «Умники и умницы», член Общественной палаты Российской Федерации, председатель комиссии по образованию, делам молодежи и развитию добровольчества Общественной комиссии Калининградской области, директор лицея номер 23 города Калининграда Гоман Сергей Станиславович. Председатель жюри, ректор Малой академии наук Республики Саха-Якутия, доктор философии Павлов Василий Климович. Кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы филологического факультета Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова Сальникова Оксана Михайловна. Кандидат искусствоведения, генеральный директор Национального художественного музея Республики Саха-Якутия Тимофеева Влада Владиславовна. И секретарь ареопага Васильева Алина Петровна и Тахтобина Яна Егоровна. Олимпиада проводится среди учащихся 10 классов общеобразовательных организаций по предметам гуманитарного цикла «Литература», «История», «Мировая художественная культура». По решению ареопага победители сегодняшних состязаний рекомендуются для участия во Всероссийской олимпиаде «Умницы и умники» на Первом канале. В ней уже приняли успешное участие победители 2023 года Рената Хабибулина, ученица школы номер 26 города Якутска, и победители 2024 года Неустроева Любовь, ученица Арктической школы, и Бурнашова Анна, ученица СУНС университетского лицея СВФУ. Внимание на экран! Приветственное слово от Юрия Павловича Вяземского. Якутяне дорогие, я с вами, хотя меня нет, потому что очень горячая пора. Тут же у нас зачеты сдаются, экзамены сдаются, но я все время с вами. Потому что ну как же без Якутии? Вы же представляете, Российская олимпиада без Якутии. Из этой удивительной, замечательной страны. Победы вам и удачи. И всего самого хорошего. Я с вами. Слово для приветствия предоставляется нашему почетному гостю, уполномоченному представителю автора интеллект-шоу Сергею Станиславовичу Гоману. Добрый день, уважаемые участники, уважаемый ареопаг, коллеги. Для меня большая честь в третий раз присутствовать на финале Республиканской гуманитарной олимпиады «Умники и умницы». 3 года срок небольшой, но это такой мини-юбилей. И здорово, что в республике это движение поддерживается. Здорово, что есть ребята, ну я имею в виду и юноши, и девушки, кто не боится проверить свои силы, кто хочет поучаствовать и в конечном итоге исполнить свою мечту, поступить в МГИМО, одно из самых интересных и престижных учебных заведений высшего образования нашей страны и не только. Дорогие ребята, я желаю вам, конечно, хороших результатов. Хочу, чтобы вы проявили максимум. Хочу, чтобы получилось действительно яркое и интересное состязание. Тема достаточно важная. Для меня она втройне важная. Мы всей страной
отмечаем 80-летие Великой Победы. Каждый из нас понимает, разделяет этот великий подвиг, подвиг нашего народа, подвиг нашей страны. Но если углубиться в тему сегодняшнего финала, это Александр Трифович Твардовский, это мой земляк. Я долго прожил на Смоленщине, в Смоленске. И еще один факт, Александр Трифович также был в Восточной Пруссии, ныне это Калининградская область. То есть, видите, такая большая многовекторная связка здесь, в самом центре нашей страны, да, в самом большом субъекте Российской Федерации, один из самых больших субъектов. И вы, ребята, уверен, сможете также проникнуться, также почувствовать и, повторю, получить максимальный результат, получить хорошее настроение, получить удовольствие от сегодняшнего финала. Желаю всем ярких выступлений. Пусть победит сильнейший. Слово предоставляется председателю судейской коллегии, ректору Малой академии наук Республики Саха-Якутия Василию Павловичу Климову. Добрый день, уважаемые участники нашего замечательного мероприятия. И что самое важное, высокий аэропарк, агонисты, как мы вас еще называем. Сегодня вы собрались здесь после того, как прошли самые такие напряженные отборочные мероприятия. Это было написание эссе, интервью, общение с нашими экспертами. Ну и самые отобранные здесь школьники собрались в студии и будут сегодня принимать участие в финале. Всех вас поздравляю и приветствую. Спасибо. Сегодня нам помогают Никаева Виктория, ученица 9 класса городской классической гимназии номер 8, действительный член Малой академии наук Республики Саха-Якутия, призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Скрябин Сафрон, ученик 10 класса Якутской городской национальной гимназии имени Черяевых города Якутска, призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. Указом президента Российской Федерации 2025 год объявлен годом защитника Отечества. В Республике Саха-Якутия он определен Илдарханом годом защитника Родины. Это год 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Это год особого национального единения. Неоценим и самоотвержен вклад писателей в приближение победы и сохранение исторической правды. Настоящими символами эпохи стали герои Александра Твардовского, писателя, поэта, прозаика, журналиста и военного корреспондента. С этим связана тема сегодняшней Олимпиады – 80-летие Победы. Александр Твардовский. Разрешите представить вам первую тройку агонистов. Семенова Айсулу, гуманитарный лицей города Якутска. Василий Владислав, Покровская средняя общеобразовательная школа номер 3, образовательный центр с углубленным изучением отдельных предметов, город Покровск. Халурова Елизавета, средняя общеобразовательная школа номер 1 имени Яковлева, город Алекминск. Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны. В том, что они, кто старше, кто моложе, остались там, и не о том же речь, что я их мог, но не сумел сберечь. Речь не о том, но все же. Александр Твардовский. Как вы понимаете это выражение? Я понимаю это выражение так, как если бы Александр Твардовский говорил о том, насколько тяжело человеку живется после войны. И о том, что человек, оставшись даже живым, он винит себя в том, что не смогли выжить другие. И человеку приходится жить с грузом памяти о войне всю оставшуюся жизнь, даже после ее окончания.
Время 26 секунд. Слово следующему агонисту. Мне кажется, Твардовский подразумевал, что человек, наш герой, от осознания, что он не виноват к чужой беде, гибели, но он все равно чувствовал огромную горечь, боль, чувство невыполненного долга. Не помогло ему это осознание. Чувства его сердца говорят о том, что он чувствует стыд и боль. Время 32 секунды. Просим ваше слово. Идея этого афоризма заключается в том, что даже тогда, когда человек невиновен, он все равно может чувствовать вину и утрату о тех, кто погиб. Главная тема этого стихотворения – это тема вины и утраты. Лирический герой осознает, что он не виноват в том, что его близкие не вернулись с войны, но все равно считает, что он мог бы им чем-то помочь. Время 25 секунд. Первым у нас идет Семенова Айсулу, второй Васильев Владислав, третий Халурова Елизавета. Первый выбирает для себя ключевую фразу из 3 доступных Семенова Айсулу. На ваш выбор предоставлены следующие ключевые слова. Красная армия, экзамен, фильм. Я выбираю экзамен. Случай небывалый в истории литературы. На выпускном экзамене студенту Твардовскому мог достаться билет с его собственным произведением. Какое произведение Твардовского входило в программу выпускных экзаменов в институте? Я думаю, что это «Страна муравья». Решение высокого ареопага Правильный ответ. Правильный ответ, да, «Страна муравья». – это орден. Напомню правила. По решению ареопага в каждом агоне агонисты и теоретики могут получить орден за каждый правильный ответ или медаль за неполный ответ. За каждый орден участнику Олимпиады начисляется 1 балл, за медаль 0,5 балла. Таким образом, каждый орден приравнивается к 2 медалям. В случае, если агонист на дорожке не дает ответа на вопрос или отвечает неправильно, вопрос адресуется теоретикам. Право ответа на вопрос получает теоретик, поднявший руку первым. Агонист, допустивший более одной ошибки, заканчивает состязание на дорожке и становится теоретиком. Васильев Владислав, выбирайте свое ключевое слово. Красная армия. 24 июня 1941 года интендант 2-го ранга Твардовский назначен на должность литератора редакции газеты «Красная армия». Позднее он напишет своей жене Марии Ларионовне: «Мы все время в движении. Здесь все совсем по-другому. Это не Финляндия. Работать я еще толком не работал, так как редакция требует в первую очередь не стихов, а материала фактического, который дороже всего и труднее его добывать». Вопрос. Какое стихотворение поэта было опубликовано первым в этой газете? Апрель. Красная новея. Красная новия. Все? Ответ дан. Ответ дан. Ответ. Неверный ответ. И верный ответ получается. Это наш первый неправильный ответ игрового дня, и вы проходите со штрафным баллом во второй этап. Вопрос, оставшийся без правильного ответа, разыгрывается среди теоретиков. 24 июня 1941 года интендант 2-го ранга Твардовский назначен на должность литератора редакции газеты «Красная армия». Позднее он напишет своей жене Марии Ларионовне: «Мы все время в движении.
здесь все совсем по-другому, это не Финляндия. Работать я еще толком не работал, так как редакция требует в первую очередь не стихов, а материала фактического, который дороже всего и труднее его добывать. Какое стихотворение поэта было опубликовано в газете первым? Нет ответа. Ответа нет. У нас пока нет ответа, поэтому наверняка мы можем использовать нашу небольшую подсказочку. Через год после этого Твардовский напишет стихотворение «Рассказ танкиста», название которого так или иначе имеет схожесть с загаданным заголовком стихотворения. Вопрос остался без ответа, и мы наверняка можем озвучить правильное название. Конечно же, это стихотворение «Бей фашистские танки», написано 6 июля 1941 года. Елизавета, вам достается ключевое слово «фильм». В каком году был снят фильм-спектакль Владимира Храмова «Василий Теркин»? Этот фильм был снят в 1979 году. Ответ правильный. Это правильный ответ, и это орден. Во втором агоне агонистам предлагаются следующие ключевые слова: год, творчество, картина. Айсулу, ваше право выбора. Я выбираю год. Вопрос. Поэма Александра Твардовского «Страна Муравия» была написана в период 1934-1936 годов, но полностью завершена лишь в 1936 году. В каком журнале впервые была опубликована поэма? Я думаю, что это журнал «Красный Новий». Какой? Красный Новый. Да, правильный ответ. Правильный. Это правильный ответ, и это орден. Владислав, ваше право выбора. Выбираю творчество. Творчество Александра Твардовского стало важной частью отечественной литературы XX века. Оно представляет богатый и многообразный мир образов, тем и мыслей. Как Твардовский шутливо называл собственное литературное творчество? Не могу ответить. Это неправильный ответ, и Владислав переходит в разряд теоретиков. Елизавета, вам достается ключевое слово «картина». Какому жанру принадлежит картина Юрия Непринцева «Отдых после боя», которая теснейшим образом перекликается с поэмой Твардовского «Василий Теркин»? Это военно-бытовой жанр. Да. Это правильный ответ, и это орден. Разыграем вопрос, который остался без ответа. Теоретики, ваше внимание. Творчество Твардовского стало важной частью отечественной литературы XX века. Оно представляет богатый и многообразный мир образов, тем и мыслей. Как Твардовский шутливо называл собственное литературное творчество? Нет ответа, да? Даем небольшую подсказку. В записях поэта нередко встречаются сетования на запущенность личного хозяйства. Так называют земельный участок, находящийся в индивидуальном пользовании. Мне кажется, теоретики сильно испуганы. Вам надо чуть-чуть выдохнуть, здесь нет ничего страшного. Включайте фантазию. Благодаря подсказкам можно заработать медаль. Ответа нет. Наверняка нам придется озвучить правильный ответ. И правильный ответ – Твардовский шутливо назвал свое творчество «приусадебный участок». Третий агон. Агонистам предлагаются следующие ключевые слова: Смоленский, родная земля, обряд. Айсулу,
Ваше право выбора. Я выбираю обряд. В поэме «Страна Муравия» Твардовский опирался на фольклорные традиции и описал семейный обряд, стоящий в одном ряду с рождением и смертью. Назовите этот обряд. Я думаю, что это свадьба. Совершенно правильно. Да, это верный ответ, и это снова орден. Елизавета, ваше право выбора. Я выбираю «Родная земля». Назовите выдающегося земляка Твардовского, флотоводца, у потомков которого его отец в 1909 году купил участок земли в 12 десятин. Насколько я помню, это был Павел Степанович Нахимов. Верно. Это правильный ответ и ваш орден. Мы готовы разыграть вопрос, который остался без своего агониста. Вопрос адресуется теоретикам. Внимание, вопрос. В статье «О родине малой и большой» Твардовский поднимает вопрос о привязанности писателей к родным местам, определяющей развитие общенациональной литературы. Он пишет: характером своего письма неторопливого, без топтания на месте, обстоятельного, без мелочных излишеств детализации, певучего, без нарочитой ритмической озвученности. Более всего он обязан классической русской традиции Аксакову, с его семейной хроникой, Тургеневу, записками охотника, в первую очередь, отчасти Бунину. О каком писателе говорит Твардовский? Есть рука. Рука есть? Галя, Тетеринская, Сош, Исаковский. Это неправильный ответ. Внимание на ключевое слово «смоленский». Видимо, речь идет о неком смоленском писателе. Ответа нет, и правильный ответ – Соколов-Микитов. Успешно справились с заданиями Агона Семенова Айсулу, гуманитарный лицей, и Халурова Елизавета, средняя общеобразовательная школа номер 1 имени Яковлева. Мы их провожаем за места теоретиков. Позвольте представить вам вторую тройку агонистов. Готовцева Марина, Сахаполитехнический лицей города Якутска. Стручков Айсен, средняя общеобразовательная школа номер 12 с углубленным изучением английского языка «Мирный». Кузьмина Екатерина, средняя общеобразовательная школа номер 1 имени Яковлева «Алекминск». В творениях подлинных художников и самых больших, и более скромных по своему значению мы безошибочно распознаем приметы их малой родины. Александр Твардовский. Как вы понимаете это выражение? Сам Твардовский сильно любил свою Смоленскую губернию, в которой он появился на свет, и часто посвящал ей свои поэмы. Часто бывает еще так, что вид и пейзаж Родины отпечатываются в умах подлинных художников, и это можно проследить в том, как они описывают мир, окружающую среду, а также в их тематике произведения. Время 30 секунд. Было. Слово следующему агонисту. Я согласен с данным афоризмом, потому что лишь подлинный художник умеет видеть красоту и гармонию не только в ее явной форме, но и привычно обыденном явлениях. Так, для каждого из нас малая родина – это то самое обыденное, но глубоко любимое место. Так, например, в творчестве якутского художника Афанасия Осипова развивается красота природы Якутии и быт ее народов, и традиционный промысел, скотоводство. А также и Александр Твардовский воспевает в своих лирике свою малую родину. И Снежечку называет Смоленщину краем деревянным, лыком шитым.
Это все. Время 35 секунд. Просим вас. Любовь к своей родине присуща каждому человеку. И Твардовский выражает мысль о том, что произведения художников, независимо от их масштаба, показывают приметы своего родного края. Так даже самые скромные по своему значению произведения их имеют. Настоящие художники используют в своем произведении приметы своего края, быт, культуры, особенности природы, чтобы нам, читателям, было лучше легче понять и узнать об особенностях их родного края. Время 43 секунды. Первым идет Стручков Айсен. Затем Готовцева Марина. И последняя Кузьмина Екатерина. Слова следующие. Один день, жизнь деревни, количество. Я выбираю один день. Твардовский, как редактор журнала «Новый мир», опубликовал множество произведений авторов, которые не всегда лояльно относились к советской власти. Но в один из дней одно из таких произведений Твардовский лично защищал перед Хрущевым. Позднее, в 1970 году, автор этого произведения будет удостоен Нобелевской премии в области литературы. Что это за произведение и кто его автор? Смею предположить, что это произведение «Один день из жизни Ивана Денисовича». Автор у нас это Солженицын. Правильный ответ. Молодец. Молодец. Это правильный ответ. Орден. Это первый орден во втором раунде. Марина, выбирайте. Я выбираю количество. На картине Юрия Непринцева «Отдых после боя» группа солдат, состоявшая из 12-13 человек, в центре которых находился Теркин, увеличилась до этого количества. Это произошло потому, что художник хотел максимально убедительно представить зрителю большой, сильный, дружный коллектив, который состоял бы из одних ярких личностей. Сколько всего героев изображено на этой картине? Я смею предположить, что на картине Непринцева было изображено 25 солдатов, Верно. героев. Это правильный ответ, и это орден. И в качестве лирики, кто будет в этом замечательном городе-герое, помимо памятника Василию Теркину, который находится в центре города, обратите внимание и на железнодорожном вокзале на это полотно. Оно действительно очень впечатляет, и масштаб, и дух Василия Теркина там чувствуется прям вот с большого полотна. Извините. Спасибо нашему почетному гостю за действительно интересные сведения. Я думаю, что каждый из нас обязательно воспользуется этим добрым советом. А пока что мы предоставляем Екатерине возможность не выбирать, а только согласиться с тем ключевым словом, которое представлено на экране. Жизнь деревни. Вопрос. В период коллективизации Твардовский в качестве корреспондента областных газет много ездил по деревням в колхозы. Один из колхозов он посещал особенно часто и называл его своим. Дайте название этого колхоза. Смею предположить, что это колхоз «Память Ленина». Совершенно верно. Орден. Агонистам предлагаются следующие ключевые слова. Русь по пути к Смоленску, противоречие образа. Айсен, ваше право выбора. Я выбираю противоречие образа.
В поэме «За далью даль» в силу противоречивости этого образа Твардовский отказывает ему в статусе Бога, так как именно ему отводится роль друга, высшего судьи, наставника и отца. Но вместе с тем он льстец неосторожный, вредный квасец, крайним слабостям потатчик, скорый на расправу, начетчик, цитатчик, прокурор. Кто же он? Смею предположить, что это читатель, образ читателя. Молодец, совершенно верно. По решению Ареопага орден. Марина, ваше право выбора. Русь. Крестьянская тема о трудной жизни простых людей была поднята не только в прозе, но и в лирике Твардовского. Какое произведение русского классика, написанное после отмены крепостного права, имеет сходство с поэмой «Страна Муравия»? Насколько я помню, именно произведение Некрасова имеет сходство с этим произведением Твардовского. А называется оно «Кому на Руси жить хорошо?» Совершенно верно. Это правильный ответ, и это орден. Екатерина, вам достается ключевое слово «по пути к Смоленску». Путь Александра Твардовского к освобожденному от фашистов Смоленску прошел через его родное Загорье. В очерке «По пути к Смоленску» он писал: «В Загорье я не застал в живых никого. Кто уцелел, подался в леса, скрываются у дальней родни, знакомых. Остальные на каторге у немцев или в больших общих могилах, которые были мне указаны жителями других деревень. Назовите месяц и год, когда происходили эти события». Насколько я помню, это сентябрь 1943 года. Правильно. Это правильный ответ, и это орден. Третий огонь и следующие ключевые слова. Фрагмент, война, путешествие. Айсен, выбирайте. Я выбираю фрагмент. Пахнет свежею сосновою смолою, желтоватые стенки блестят. Хорошо заживем мы семьёю, здесь на новый советский лад. А в углу мы богов не повесим, и не будет лампадка тлеть. Вместо этой дедовской плесени из угла будет Ленин глядеть. Назовите произведение и год его создания. Произведение «Новая изба». Год его выпуска – это 1925 год. Совершенно верно. Это правильный ответ, и это орден. Знаменитое стихотворение Твардовского «Новая изба» было написано автором, когда ему было всего лишь 15 лет. Марина, ваше право выбора. Война. В 1939-1940 годах Твардовский был военным корреспондентом. Назовите войну, которая проходила в это время, а также название цикла стихотворений, написанного во время этой войны. Это была советско-финская война 1939 по 40-х годах. Что там еще было? Название цикла. Название цикла «В снегах Финляндии». Верно. Это правильный ответ, и это орден подсказывает нам. Екатерина, желаем вам удачи с третьим ключевым словом – путешествие. В поэме «Страна Муравия» многое в изображении путешествия Никиты Маргунка, и в его характеристике идет от этого жанра фольклора. Назовите этот жанр. Это жанр народной сказки. Верно.
И это правильный ответ. Орден. Действительно, народная сказка, конечно же. Именно в сказке героя часто сопровождают разные волшебные помощники. На этом второй раунд завершается. Мы благодарим наших агонистов за активное участие. Просим вас занять места среди теоретиков. Уже можно продавать. Раунд третий. И мы ждем в зале третью тройку агонистов. Малыкайцева Виталия, Республиканский лицей-интернат. Егорова Рената, Средняя общеобразовательная школа номер 1 имени Яковлева, город Алекминск. Сафронеева Таисия, Республиканский лицей-интернат. Объявляется конкурс красноречия. И что мне малые напасти, и незадачи на пути, когда я знаю это счастье, не мимоходом жизнь пройти. Александр Твардовский. Как вы понимаете это выражение? Для меня это выражение Александра Твардовского раскрывает тему «существовать и жить». Когда существовать означает просто занимать пространство, то жить эту жизнь, быть в центре ее внимания, чувствовать ее неспокойное течение, брать ответственность за нее – есть трудное счастье. Время 20 секунд. Слово предоставляется следующему агонисту. Смысл этого выражения заключается в том, что Твардовский противопоставляет мелкие житейские трудности с глубоким счастьем подлинного существования. Ведь если на жизненном пути встречаются мелкие трудности, то они теряют свой вес, если человек понимает, что жизнь прожита не зря, с честью, любовью, счастьем. Время 27 секунд. Просим, ваше время. На протяжении всей нашей жизни мы испытываем разные чувства и эмоции, такие как радость, любовь и счастье. Но они никогда бы так не ощущались без отрицательных, с которыми мы сталкиваемся во время трудностей. Они наполняют нашу жизнь иными красками, тем самым она столь многогранна и интересна. Таким образом, приходим к выводу, что мелкие трудности и разные испытания делают нашу жизнь увлекательной, и оттого она счастливой. Время 29 секунд. Мне кажется, Виталия, Таисия и Рената. Как только Василий Климович будет вас озвучивать вашу фамилию, вам нужно уже начинать идти к дорожке. Рената. Виталия, Рената, Таисия. Виталия. Значит, первым у нас идет Малыкайцева Виталия. Вторым идет Егорова Рената. И третья дорожка Сафронеева Таисия. Агонисты заняли свои места на дорожках, и мы уже предлагаем им выбирать ключевые слова. Из 3 доступных вариантов первый – учеба, религия. Виталия, ваше право выбора. Первый. Под сдвинутым чуть набок козырьком. Ах, этот день с апрельской благодатью. Цветет ветла в кустах над речкой к жатью, где он мальчонкой лазал босиком. Кому Твардовский посвятил данное стихотворение? Смею предположить, что Твардовский посвятил это стихотворение Юрию Гагарину. Верно. Это правильный ответ, и это орден. Юрий Алексеевич Гагарин где родился? Вопрос на рамку. Санти не закрывает циферку. И от нашего почетного гостя внеплановый вопрос.
Где родился Юрий Алексеевич Гагарин? Москва. Ну, это не вам, это всем вопрос. Ладно. Кто-нибудь знает? Так, он не разыгрывается. Этот вопрос просто Я из думаю, праздного любопытства. Чтобы раскрепостить всех. В Москве В стихотворении прозвучало это место. Ага. Да? Так, тоже Смоленская. Тоже Смоленская губерния, город Гжатск. Ага, тоже Смоленской губернии. Теперь, мне кажется, все запомнят. Это точно. Рената, ваше право выбора. Я выбираю религию. Какую фразу произнес Твардовский в 1965 году в Париже во время визита в составе делегации советских поэтов? Насколько я помню, это была фраза «Не забывайте, что коммунизм – моя религия». Верно. Это правильный ответ, и это орден. Таисия, вам достается ключевое слово «учеба». И вопрос звучит следующим образом. В 1932 году по протекции Локтева, редактора журнала «Западная область», Твардовский поступает в учебное заведение без сдачи экзаменов. В какое учебное заведение он поступил? Думаю, это Смоленский педагогический институт. Совершенно верно. Совершенно верно, говорит председатель судейской коллегии, и это орден. Это, конечно же, Смоленский педагогический институт из родных мест Твардовского. Второй огонь и следующий набор слов. Лауреат, друзья, кинематография. Кинематография. Виталия выбирает ключевое слово «кинематография». О каком фильме говорил Твардовский в Риме на писательском конгрессе, посвященном художественному авангарду? Я смею предположить, что это фильм «Евангелие от Мафея». Евангелие от Мафея. Угу. Совершенно верно. Пьеро Пазолини. Да, это правильный ответ. Фильм Пазолини «Евангелие от Матфея». Рената, выбирайте ключевое слово. Я выбираю лауреат. В 1941 году был опубликован первый список лауреатов Государственной премии СССР за выдающиеся работы в области искусства и литературы в период последних 6-7 лет. Так было сказано в постановлении СНК СССР. Какое произведение Твардовского было в этом списке? Возможно, это произведение «Страна Муравия». Правильно. Это правильный ответ, и это орден. С одной стороны, мы печалимся, что Виктории приходится так долго и много ходить. С другой стороны, мы радуемся, что наши агонисты дают правильные ответы. Таисия, вам достается слово «друзья». Большая дружба всю жизнь связывала Твардовского с этим поэтом, который был его земляком. Впервые они встретились, когда Твардовскому было неполных 16 лет. В 1936 году он содействовал в переводе раскулаченной и сосланной семьи Твардовского из-под Вятки в Смоленск. Кто этот поэт? Думаю, это Михаил Исаковский. Да? Да, правильно. Это правильный ответ, и это орден. Разыграть. Какие песни написал? Теоретики ответили. Да? Какие песни? Можно тоже творческое отступление. Да. Давайте. Пожалуйста, да? Может, теоретикам разыграть одну вещь, да? Кстати, какие песни Исаковский? Какие песни Михаил Васильевич Исаковский? А уже теоретики. Теоретикам вопрос. Не помню. Автор слов. Исаковского.
как автора слов. Сейчас речь идет про Исаковского. Так, у нас, кажется, знает участник. Можно дать Катюша. слово? Еще? Катюша еще... Даже еще одна песня. «Враги сожгли родную хату». Ну, такая тяжелая песня. Да, ну и, конечно же, выходила на берег Катюша. Михаил Исаковский. Спасибо, Виталий, за правильный ответ. Спасибо. На дополнительный вопрос от членов Высокого Ареопага. Если просит председатель Сафрон, вы смело идете и вручаете. И ключевые слова следующие. Поговорка, термин, новый. Виталия, выбирайте. Новый. Новый. Итак, новый Теркин, не прежний. Но замысел поэта в том и состоял, чтобы показать силу подавления человека системой как раз через изменение всем знакомого образа героя, через невольную его деформацию, через его неодолимое стремление вернуться к самому себе. В образе Теркина пафос жизнеутверждения сплетается с пафосом отрицания окружающей его мертвечины вообще, отрицанием генерал-покойника, чей образ все критики оценили как художественно значительный и содержательный. О какой поэме пишет литературовед Митин? Возможно, это Теркин на том свете. Это правильный ответ, и это орден. Рената, выбирайте поговорка или термин. Я выбираю термин. В 1960-х годах появился термин, вошедший в литературный обиход во время редакторской деятельности Твардовского. Назовите этот термин. Скорее всего, новомирская проза. Правильно. Это правильный ответ, и это орден. Да, новомирская проза. И страшно правдивая, остро социальная и художественно значительная. Как писали и критики, и писатели. Таисия, вам достается слово «поговорка». Александр Твардовский любил повторять поговорку. «Поживем да поглядим, что нам скажет Никодим». Другую похожую фразу «ЕБЖ» он позаимствовал у русского классика Толстого и несколько интерпретировал. Расшифруйте это сокращение. Если бы были бы живы. Ну, да. Если бы были живы. Да, да, принимаем. Это медаль или это орден? Ну, чуть-чуть не точно. Да, медаль. Потому что вы назвали 4 слова, а в фразе только 3. Е, Б, Ж. Может быть, вы исправитесь? Если были живы. Итак, решение Высокого Ареопага – это… Ну, ошибка есть, да, все равно, да, поэтому орден. Это… Медаль. Это медаль. Ну и теоретики, может быть, дополнят. Почетный гость Сергей Станиславович Гоман предлагает теоретикам повторить этот вопрос. Александр Твардовский любил повторять поговорку «Поживем да поглядим, что нам скажет Никодим». Другую похожую фразу «ЕБЖ» он позаимствовал у русского классика Толстого. Расшифруйте это сокращение. Теоретики, есть рука? Есть рука. Просим вас встать, представиться. Сахаровский Марат, Якутский городской лицей. Если будем живы? Это правильно. Это правильный ответ. И решение Высокого Ареопага. Даем. Медаль. Медаль. Ну а в чем ошибка? Почувствовал. Время не указал точно. Да? Таисия, со штрафным очком вы проходите дальше. На этом третий раунд для нас заканчивается.
Мы благодарим всех за активное участие и готовы переходить к финалу. Просим занять места среди теоретиков. Коллегиально решить, кто войдет в состав финального агона. Протоколу у нас получается, что Малыкайсова Виталия проходит на финал с баллом 3,5. И среди остальных у нас будет объявлен конкурс русского языка. Объявляется конкурс русского языка. Конкурс русского языка проходят Семенова Аисулу, Халурова Елизавета, Готовцева Марина, Стручков Айсен, Кузьмина Екатерина и Егорова Рената. Претендентам для вхождения в финальный агон предлагается в 10 словах поставить мягкие знаки в конце слов при необходимости. На это вам отводится 20 секунд. Претенденты, вы можете перелистнуть лист. Время пошло. Время. У вас 20 секунд. Время пошло. Время. Объявляется финальный агон. По решению высокого ареопага состав финалистов выглядит следующим образом. Малыкайцева Виталия, Республиканский лицей-интернат. Готовцева Марина, Сахаполитехнический лицей города Якутска. Семенова Айсулу, Гуманитарный лицей имени города Якутска. Обращаем ваше внимание, агонисты, что в финале приготовлено для каждого из вас всего лишь по одному вопросу. Теоретики, будьте также бдительны, ибо неразыгранные вопросы снова достанутся вам. В финале вам предлагаются следующие ключевые слова. Под редакцией «Почти однофамильцы. Значительная книга». Виталия, ваше право выбора. Почти однофамильцы. В 1942 году на фронте между Твардовским и советским военкором, писателем-сатириком, состоялся следующий разговор. Твардовский: я вам не нравлюсь? Мне очень нравится ваша борода, но почему-то не нравится ваша фамилия. Я ее прочел на улице, на афише. Юморист мгновенно парировал: вам не нравится моя фамилия лишь потому, что она целиком входит в вашу Твардовский. Александр рассмеялся искренне и по-доброму. Сдаюсь, мне и в голову не приходило, что мы с вами почти однофамильцы. Назовите фамилию известного сатирика. Я думаю, что это сатирик Ардов. Правильно. Это правильный ответ. Это Виктор Ардов. И это действительно, фамилия сатирика содержится в фамилии Твардовский. Ардов. Марина, ваше право выбора. Под редакцией. В газете «На страже Родины», кем лично осталось неизвестным, был придуман образ Василия Теркина. Сам же Твардовский написал только вступительный фельетон о герое. Вопрос. Чьим именем был подписан сатирический краткий словарь в помощь читателю? Я знаю то, что Твардовский вместе с Щербаковым придумывал
этого героя, если я правильно помню. Но это не он, да? Краткий словарь в помощь читателю был подписан под редакцией кого-то. Кого? Редакцией кого? Может, я даже не помню. Ладно, Исаковский, хотя вряд ли нет. Можно подсказку? Будет следующее. Стихи о Теркине действительно подписывались разными людьми, например, Снайпер или Николай Семенович, очевидно, это тот самый Тихонов, Щербаков и другие. Можем вам подсказать следующее. Вопрос с подвохом. Я не знаю ответа. Может быть, теоретики. Разыграем этот вопрос среди теоретиков. Сатирический краткий словарь в помощь читателю, как вступительный фельетон о Василии Теркине, был подписан под редакцией... Я Егорова Рената, ученица БОУ СОЖ номер 1 города Лёкнинска. Я думаю, что краткий словарь был подписан под редакцией Василия Теркина. И это правильный ответ. Орден. Орден. Что делаем с Мариной? Видимо, нужно занять место среди теоретиков. Марина, просим занять место среди теоретиков. Айсу, у вас также нет права на ошибку. Вам достается ключевое слово «значительная книга». Вопрос. Неудовлетворенность современной литературой о деревне способствовала появлению идеи написания очерка в современной деревне, которая затем трансформировалась в серьезное намерение Твардовского написать значительную книгу. Как Твардовский хотел назвать свое ненаписанное произведение? И не торопитесь с ответом. Подсказку. Да, давайте подсказку. Вы можете дать подсказку. Подсказку — это цифра 25. Нет ответа. У вас нет ответа. Просим занять ваше место среди теоретиков. И разыгрываем этот вопрос среди теоретиков, которые, видимо, жаждут ответить. Ответа нет, и мы вынуждены его озвучить сами. Твардовский хотел назвать свою значительную книгу «За четверть века». Вот и подсказка. 25, то есть четверть от 100. Таким образом, по результатам финального гона со своим вопросом справилась только Малыкайцева Виталия, ученица Республиканского лицея-интерната. Просим вас занять свое место среди теоретиков. Итак, блиц-турнир. Дорогие друзья, агонисты и теоретики, у нас еще припасены вопросы. Сейчас мы даем право всем отвечать на них и заработать дополнительные баллы. Надеюсь, вы с ними справитесь, а Высокий Ариапак примет решение, что вам вручить – орден дополнительный или медаль. Итак, вопросы блиц-турнира. Ключевое слово «премия». В мае 1961 года за поэму «За далью даль» Александру Твардовскому была присуждена Ленинская премия. Что поэт сделал с этой премией? Предполагаю, что он пожертвовал эту Ленинскую премию для Советского Союза. Решение Высокого Ариапага. Можешь конкретизировать? Нет, не думаю. Тогда просим, может быть, среди теоретиков еще раз разыграть этот же вопрос. Может быть, кто-то знает ответ. Можем? Можем. Я думаю, что он пожертвовал свою премию для фронта. Это неправильно. Это неправильный ответ. Я смею предложить, что деньги были потрачены на восстановление Смоленской области. Может быть... Так.
Правильно, правильно. Близко. Да? Близко, короче. Близко. Да. Даем орден. Ну, медаль, конечно. Медаль, извиняюсь, медаль. Да. Медаль. Ключевое слово «звание». Внимание, вопрос. Александр Твардовский прославил Ржевскую битву в своем знаменитом стихотворении. Ей также посвящен целый ряд литературных произведений, кинофильмов. Какое звание присвоено городу Ржеву в 2007 году указом президента России? Смею предложить, что Ржеву присвоено звание город, может, герой. Не верю. Воинс. Если еще скажешь, какой памятник там открыт, то можно дать медаль. Вот город чего и какой памятник недавно тоже открыт. К сожалению, не смогу ответить на вопрос. Ключевое слово «процесс». Сколько лет Юрий Непринцев работал над картиной «Отдых после боя»? Меня зовут Амалия, я учусь в ФТЛ. Он работал 3 года. Верно. Это правильный ответ и решение высокого ареопага. Медаль, да. Медаль. Правильно ответ же. Орден. Копия, вернее. Все видно. Следующее ключевое слово «глава». В 1940 году главы «На привале», «Переправа», «Теркин ранен», «О награде», поэмы Василий Теркин уже были написаны в черновиках. Эта же глава была опубликована в виде отдельного стихотворения 6 ноября 1940 года в журнале «Красная звезда». Назовите эту главу. Смеют предположить, что эта глава называлась «Переправа». Это неправильный ответ. Смею предложить, что это может быть глава о себе. Нет, это неправильный ответ. Эта глава называется «Гармонь». Она 8-я по счету. Мы переходим к ключевому слову «книга». На реакцию. В 1961 году за книгу «За далью даль» Твардовский получил награду. Какую? Бурцева Галина, Тетеринская СОЖ, Ленинская премия. Это действительно Ленинская премия, и это действительно орден. Мы переходим к ключевому слову «пейзаж». Внимание, вопрос. Где были выполнены пейзажные этюды в картине Юрия Непринцева «Отдых после боя»? Пейзажи были нарисованы так, чтобы она напоминала среднюю Россию именно. Чтобы, не знаю, было больше ассоциаций, типа того. Где? Можете назвать конкретное место, где были все-таки эти пейзажные этюды написаны? Где-то в Ленинграде, может. Ближе. Не полно. Около. Не полно, да. Медаль можно. Медаль можно. Зеленоград. Правильно. Зеленогорск. Зеленогорск. Район Зеленогорск под Ленинградом, и это... Медаль. Второй герой. Тем, кто прибыл с немцем драться, надо, как там не толкуй, между прочим, разобраться, что такое сабантуй. Этот теркинский хорей использовался в одном из фельетонов о другом герое Твардовского, в котором угадываются черты Василия Теркина. Назовите этого героя. Иван Теркин? Да, Теркин. Нет, Жюри предлагает медаль за Ивана. Мы переходим к следующему ключевому слову. Широкие и узкие. Внимание, вопрос. В своих воспоминаниях Евгений Воробьев пишет: как-то Твардовский показал свой заветный клад. На дне деревянного ларца хранилась бумага разных сортов, нарезанная по-разному. Листочки пошире, совсем узкие. С какой целью Твардовский записывал стихи на бумаге разного формата? Я смею предположить, для того, чтобы их различать, чтобы они не смешивались. Различать по какому принципу? Узкий и широкий. Нет. Он и так визуально видит, что листочки широкие, а эти узкие. Чем стихи различаются? Строфами. Ну, строфы. Не только количеством строф. Это рифмами. И не только рифмами, но еще и... Пришла. Со смыслами. Может быть, именно по стихотворному размеру? Да. Размеру. Две медали, да. 2 медали. И первому отвечавшему, и второму. Последнее ключевое слово «Теркин». Снова на скорость. Внимание, вопрос. Сколько глав в поэме Василий Теркин? Василий Теркине 30 глав. Молодец. Это правильный ответ, и это орден.
На этом вопросы блиц-турнира закончены. Сейчас настало время для того, чтобы подвести итоги нашей Олимпиады. Уважаемые жюри, уважаемые участники финала Олимпиады, организаторы, искренне поздравляю вас с финалом и благодарю за то, что вы проработали эту тему очень глубоко, очень широко, потому что вопросы касались и изобразительного искусства, и литературы, и истории нашей страны. Это очень важно сейчас. Этот конкурс, получается, как бы образно говоря, сшивает, да, нашу страну в огромное пространство, культурно-историческое пространство. Мы все благодаря вот этому конкурсу становимся участниками и более глубоко, наверное, понимаем сегодняшнюю историю. Поэтому большое спасибо вам за то, что вы приняли участие. Оксана Михайловна. Да, тоже хочу вас поздравить за то, что вы такие умные и решительные. Название этой программы весьма говорящее именно в отношении всех присутствующих сегодня здесь участников. Вот. Радует, что кроме города Якутска также есть учащиеся из других городов Якутии, да, Покровска, Алекминска, Мирного, да. Хотелось бы как бы и дальше расширять этот списочек. И кого бы мы сейчас не выбрали, да, как бы ни сложилось, помните, что это всегда жребий. Участвуйте дальше, побеждайте, и Бог в помощь. Дорогие ребята, уважаемые участники, я благодарю вас за включенность. Отмечаю достаточно хорошие и содержательные вопросы, которые коллеги подготовили. И тема в год 80-летия Победы и творчества Александра Трифоновича и все, что связано с его биографией, это еще один шаг и еще одна возможность глубже понять нашу историю, глубже понять весь тот культурный слой, все те события, которые были в тот период времени, в период жизни и творчества Александра Трифоновича. Спасибо большое за изучение этой темы. Тем, кто проходит дальше, я желаю максимально погрузиться в предложенный список литературы от Юрия Павловича. Желаю вам действительно, если вы хотите поступить в МГИМО, добиться этого и точно понимать, что зависит это только от вас, только от того старания и того усердия, которое вы проявите при подготовке. Еще раз поздравляю вас с завершением региональной, республиканской гуманитарной олимпиады «Умники и умницы Республики Саха-Якутия». Спасибо вам. Я присоединяюсь, как председатель всех поздравляю, особенно организаторов и уважаемых членов Аэропага за активную работу, за прекрасные слова, которые вы сказали в адрес и участников, и всех. Всех показали удивительно хороший, высокий уровень. И позвольте мне зачитать, да, кстати, кто у нас стали победителями. У нас абсолютным победителем стала Малакайсова Виталия. Поздравляем. Я просто зачитаю, кто еще у нас победители. Это Стручков Айсен, пожалуйста, поднимите. Да, спасибо. Готовцева Марина, Сахаполитехнический лицей, город Якутск. Холурова Елизавета из Алекминска. И Егорова Рената из Алекминска. Также у нас есть призеры Семенова Айсылу, Кузьмина Екатерина, Афранеева Таисия и Хохолова Амалия. Все, мы готовы перейти. Ну и, наверное, самая внимательная и самая волнующая история, кто поедет в Москву на Первый канал.
В соответствии с протоколом и решением жюри Малыкайцева Виталия как абсолютный победитель. Вставайте. И буквально в период вот подведения итогов я с Юрием Павловичем созвонился, и он разрешил 3 человек добрать. И это из числа победителей Халурова Елизавета из первой школы, Готовцева Марина из лицея и Стручков Айсен из 12-й школы. Еще раз, дорогие ребята, поздравляю. Те, кто прошел дальше, повторю, погрузитесь, пожалуйста, и не подведите республику, не подведите ваших замечательных, талантливых педагогов. Я отдельно хочу им передать привет тем, кто подготовил вас, тем, кто занимался с вами. И дальше, конечно, нужно достойно на всероссийском уровне представить себя, свою школу, республику. Мне кажется, у вас это точно получится. Успехов вам! Мы благодарим Юрия Павловича Вяземского и Сергея Станиславовича Гомана и готовы перейти к церемониальной части. Пожалуйста.